Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Цифровая трансформация нефтянки. Мы поняли, что цифра – это тот самый надежный инструмент, который нам реально может помочь, имея активы. Какие задачи поставил президент на саммите в Альметьевске? Филюза Хамидуллина. Дети, страдающие сахарным диабетом, не получают расходные материалы для инсулиновых помп. Ежемесячно я на двоих трачу на нас где-то 20-30. Чему и кто им компенсирует расходы? В ситуации разбирался Рамиль Галиулян. Новые дошкольные учреждения и дороги. 3000 мест будет за детьми ясельного возраста. Как в набережных Челнах реализуются нацпроекты, увидел Сергей Хайдаров. Древнейшая и самая популярная настольная игра. Шахмат – это стратегия, а Го – это, наверное, больше тактика. Как Татарстан встречал гостей Всероссийского конгресса по игре в Го, расскажет Ленар Гинатуллин. Перед российской нефтянкой стоят серьезные вызовы. Связаны они с рациональным недропользованием, эффективной разработкой трудноизвлекаемых запасов, цифровизацией и трансформацией рынка источников энергии. Об этом сегодня сказал Рустам Минниханов в Альметьевске. Там прошел ежегодный нефтяной саммит. Выставка современных технологий, панельные дискуссии, надежды на молодежь. Филюза Хамидуллина с деталями большого международного форума. Искусственный разум, двойники, интеллектуальное месторождение, новейшие разработки и технологии на выставке от передовых нефтяных компаний. Цифровая трансформация – задача номер один всей нефтегазодобывающей отрасли. Цифровой интерпретации, и это позволяет иметь в цифре двойник завода, и ты с этим цифровым двойником можешь отрабатывать все процессы и можешь предсказывать работу своих установок. Без цифровизации невозможно перейти к разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, а это драйвер развития нефтянки, звучит на панельной дискуссии. И доля таких запасов с каждым годом лишь растет. Это порядка 65%. Трудноизвлекаемые запасы мы должны активно вовлекать науку, молодежь. И это достояние страны. Все запасы, которые у нас есть, золотовалютные запасы могут обесценятся, а вот ресурсы страны, они гарантия того, что и как мы их правильно будем использовать. Цифровизация дает новые возможности, и без нее трудно достичь поставленные цели. Об этом говорит уже Наиль Маганов. Мы поняли, что цифра – это тот самый надежный инструмент, который нам реально может помочь, имея активы, имея тот огромный фонд скважин, имея ту огромную 47 тысяч скважин пробурено на наших месторождениях за историю. И это говорит о возможности хорошего геологического изучения. Цифровизация сегодняшняя, без которой нет завтрашнего дня, они требуют и нормативного, и законодательного регулирования. И очень было приятно работать с нефтяниками, представленными в парламенте Республики Татарстан 5-го созыва, которые активно, в хорошем понимании этого слова, лоббировали интересы главной, я считаю, хребтовой отрасли народного хозяйства республики, которая пополняет активно бюджет Республики Татарстан и Российской Федерации. Поэтому, не скрывают участники саммита, углеводороды остаются стратегическим ресурсом развития России. Это понимают в Татарстане. И Татарстан как раз очень хороший пример, потому что мы видим, что последние 10 лет добыча растет. В принципе, темпами опережающими среднегодовой темп роста добычи в России. И это как раз свидетельствует о том, что за счет стимулов возможно достичь роста добычи даже на весьма истощенных месторождениях, которые эксплуатируются уже более 60 лет, и вовлекать новые, соответственно, запасы в разработку. В этом году нефтяной саммит приобрел международный статус. Впервые прошел на одной площадке вместе с Международным нефтегазовым молодежным форумом. Студенты, аспиранты, молодые ученые, всего 250 участников не только из России, но и зарубежных стран. Вот так сегодня дали старт форуму, уникальному образовательному проекту в формате хакатона. Это когда над решением проблем работает целая команда, а их здесь больше 40. К обсуждению ключевых задач отрасли нужно привлекать неординарно мыслящую молодежь, говорит президент. Такие встречи помогают выявить их. Подготовка кадров – еще одна тема для обсуждения. Вопросов из зала не пришлось ждать. Как вы смотрите на то, чтобы наши институты, техникумы и университеты учили студентов за свой счет
а потом через аукционы студентов продавали работодатели. Они должны четко работать по целевым заявкам. В этих вузах, техникумах должны быть заказчики, которые, может быть, и преподавать будут, и максимально увеличить дуальное образование. Сегодня перед отечественной нефтянкой стоят серьезные вызовы, связанные с рациональным недропользованием, подчеркнул президент. Говорили и о конкурентоспособности как основе развития всей отрасли. Для этого нужны прорывные технологии, а чтобы освоить их, молодые специалисты. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Детям новые садики, их мамам возможность зарабатывать, обеспечить всех малышей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах до 2024 года. Такую задачу должен решить нацпроект «Демография». Его контролирует «Единая Россия», хотя следить за реализацией проектов может любой. Для этого достаточно зайти на сайт вместе.татар.ру. Сколько новых дошкольных учреждений появится в Автограде в этом году, расскажет Сергей Хайдаров. Каждый день мы выходим в этот прекрасный двор, в который недавно построился этот дом. И каждый день наблюдаем, как строится наш садик Сабантуй. Саида Гатаулина, мама Рамиля и Камиля. В новый микрорайон переселились недавно. Детям скоро в садик. Называется Сабантуй. Его открытие они ждут с нетерпением. Этот садик мы уже давно ждем. Вчера нашим младшим исполнилось 3 года, старшему 5. Ждем с нетерпением. Можно заметить одно, мы позднее начали казанских строителей, их догнали и перегнали еще. Да, это честно, это так, потому что у нас Челнах строители намного лучше, чем казанские. Тем временем здесь кипит работа. За ходом строительства следят члены рабочей комиссии. В планах Сабантуй станет крупнейшим детским садом в городе. Здесь будет группа для ребят с ограниченными возможностями здоровья, современный спортзал, музыкальная студия. Перед открытием было где-то 350. Но со временем, вот сейчас, так как уже начало строительство, мы 340 мест детских уже обеспечили. И сейчас на данный момент, так как дети начали переводиться в наши районы, сейчас уже около 400 мест. Сейчас в детском саду Сабантуй уже идут отделочные работы, и строители обещают, что настоящий праздник здесь будет уже в конце этого лета, ведь объект обещают сдать в августе. А это другой детсад, Абавагадейка. Скоро он примет 220 мальчиков и девочек. В этом году по нацпроекту «Демография» в Татарстане сдадут 29 новых дошкольных учреждений на 6 тысяч мест. 3000 мест будет за детьми ясельного возраста. Мамы, которые хотят продолжать работать, чтобы они могли выйти на работу как можно раньше. Итоги дня подвели на заседании. Всего рабочая группа побывала на стройках в 5 детских садах. Кроме того, проверили, как в Автограде идет ремонт дорог. Это уже нацпроект «Безопасные дороги». Только в этом году благодаря ему в Челнах приведут в порядок 37 километров дорожного полотна. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Набережные Челны. Госжилфонд уберет НДС из ставок аренды. Ситуация возникла из-за несовершенства законодательства. Подробности в интернет-газете «Реальное время». Татарстанцы, страдающие диабетом, не получают обещанной правительством компенсации. Речь о расходных материалах для инсулиновых помп. Семьи вынуждены покупать их за свой счет. Хотя в прошлом году федеральный Кабмин обещал возместить затраты. Сегодня за разъяснением они обратились в Минздрав республики. Почему же деньги так и не дошли до региона? Об этом Рамиль Галиуллин. Моя борьба именно за то, чтобы мой ребенок не получил тех осложнений, которые есть у меня. 35 лет Юлия Войнич живет с диабетом. А 2,5 года назад тот же диагноз поставили ее сыну. Сейчас женщина ежемесячно вынуждена на двоих тратить до 30 тысяч рублей, покупая расходники. 20 – это если я где-то со скидками найду. 30 – это если покупать по полной стоимости. Поэтому, конечно же, мы ждем выдачи этих расходников как горячих пирожков. По словам женщины, сейчас все диабетики республики вынуждены сами покупать эти расходный материал для инсулиновых помп. Хотя они с этого года должны выдаваться инвалидам бесплатно. Соответствующее распоряжение правительства страны вышло 31 декабря 2018 года. Сегодня активисты-диабетики обратились в Минздрав республики. Вот как мы понимаем, что нам должны возместить с 1 января, как мы уже получаем,
Пока что нам на вопрос на этот ответ конкретно не дали. Договорились о том, что раз в неделю при необходимости или же раз в месяц будем встречаться с теми активными пациентами того, чтобы все-таки сдвинуть с мертвой точки. Почему в Татарстан так и не дошли федеральные средства? Как рассказали сегодня в Минздраве республики, сейчас прорабатывается вопрос об определении дополнительных источников финансирования на указанные цели на уровне страны. Сегодня буквально Министерство здравоохранения Российской Федерации проинформировало нас о том, что закон об увеличении бюджета на обеспечение лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг, расходниками для инсулиновой помпы, находится на подписании президента страны и для республики будут выделены специальные целевые средства. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе. С подобной проблемой столкнулся не только Татарстан. На нехватку средств сетуют и в соседней Ульяновской области. Дефицит поставок есть, потому что не можем именно приобрести из-за дефицита финансовых средств. Получается, перечень дополнительный, а дополнительных вливаний федеральных денег на закупку по этому дополнительному перечню нет. Следующим шагом родителей будет обращение в прокуратуру уже в ближайшие дни. Они добиваются того, чтобы им компенсировали затраты, закупленные на свои деньги расходники для инсулиновых помп. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами наших выпусков. 20 детей в республике выпали из окон в этом году, 2 из них погибли. По словам специалистов, статистика неутешительная. С каждым годом выпадают больше и совсем малыши. Большинство детей, выживших после падения, становятся инвалидами. О том, как избежать трагедии, Зарина Ахметова. Вот мы сюда поставили такой замочек, и под ключ он закрывается. Ключик мы убрали, чтобы дети не достали. Так Динара Миникаева защитила своих детей от возможного падения из окна. Семья живет на 14-м этаже. Со временем, говорит молодая мама, хотят поставить на окна и решетки. А чтобы дети и сами понимали, чем грозит открытое окно, рассказывает малышам сказки. Как будто там дети падают, им больно, что им потом там мультики не будут показывать, игрушки не будут покупать, и они как-то по-другому воспринимают. Все это не зря. В прошлом году в Татарстане погибли 53 ребенка. Это 2 группы детского сада. 3 из них в результате падения с высоты. Уже в этом году в республике произошло 17 случаев падения детей из окна. По словам специалистов, основная причина – несоблюдение родителями правила вытянутой руки. Взрослый всегда должен иметь возможность протянуть руку и помочь малышу избежать травмы. У нас 2 детей погибли, и остальные получили увечья различной степени тяжести. То есть этому тоже не нужно радоваться, что остальные у нас выжили. На самом деле это дети, большинство из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем. Даже родительский наказ не является залогом безопасности, говорит психолог. Малыш просчитывать свои действия наперед не может и не думает о последствиях. И у родителей складывается впечатление, что он все понял, он же умный, развитый, и он так поступать не будет. Он вам тут говорит «да», через минуту его отвлекла птичка на окошке. И все, что вы говорили, оно забылось. Чтобы дети не попали в печальную статистику, есть простые правила для родителей. Первое – не оставлять ребенка без присмотра. Ставить мебель подальше от подоконника. Москитная сетка – не залог безопасности. От падений и травм она малыша не спасет. Это черепно-мозговая травма, плюс травма опорно-двигательного аппарата множественного перелома, плюс травма внутренних органов. Ребенок, получивший множественную сочетанную травму, дальше нормально не развивается. Меньше падать из окна дети не стали. Более того, говорят врачи, чаще всего с высоты летят малыши. Последний случай произошел в Челнах. Там 16-го этажа упал и погиб 6-летний мальчик. Зарина Ахметова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Дорогой добра до Казани добрался велопутешественник из Омска Андрей Неридный. Человек, который решил преодолеть 4000 километров ради детей. Этой поездкой Мич хочет обратить внимание на огромную роль хосписов в жизни детей с неизлечимыми заболеваниями. Поэтому сегодня посетил и хоспис в Казани. Равиль Шайдуллин с подробностями. Это 5-й уже. По городам и только на велосипеде. Преодолеть бескрайние Россию и Казахстан по дороге и бездорожью Андрей Неридный решился ради детей, тех, кто столкнулся с неизлечимыми заболеваниями. Мы все когда-то уйдем, но каждый в свое время. Когда уходят из жизни
Те, кто не успел пожить, не узнал жизнь, это вдвойне трагичнее. Велосипедист останавливается там, где есть центры паллиативной помощи. Уже побывал в Петербурге, в Вологде, Ярославле, Иваново и Нижнем Новгороде. Новая встреча с детьми в Казанском хосписе. Все, что я делаю для вас в том числе. Здорово, что у вас такой есть центр. Он на сегодняшний день самый лучший. Здесь вот такое место, где все доступно и все мероприятия проводятся. Казанский хоспис иногда зовут домом без боли, ведь каждый день его персонал до последнего борется, чтобы их пациенты по-настоящему жили. Паллиатив, он переводится как покрывало с английского языка. И это вот задача всех, кто работает в паллиативе, это вот покрыть своим покрывалом нашего пациента, нашего подопечного. Все будет хорошо, зайка. В первую очередь Андрей Неридный хочет, чтобы люди знали об этой непростой проблеме, о том, что эти дети никем не забыты. Здорово, позитивно, большое настроение он дал. Дальше Уфа, Екатеринбург, Тюмень и казахстанский Петропавловск, чтобы в финале приехать в Омск. Там тоже есть такой центр – Дом радужного детства. Но нет корпуса, где бы мамы жили с детьми. Каждый может помочь построить его, отправив СМС со словом «Путь» и суммой на номер 3434. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Не тратить время на поиск достопримечательностей, расплачиваться прямо с виртуальной карты и получить скидки. Все это теперь возможно благодаря мобильному приложению для туристов Республики Татарстан «Турист Пас». Сегодня в Казани разработчики впервые презентовали его журналистам. На выбор путеводители с самыми интересными маршрутами, списки кафе и баров со скидкой до 15% и удобный банк без предоплат. Расплачиваться за билеты можно на месте виртуальной карты, деньги с которой перечисляются обычно банковской. Сейчас в списке приложения более 20 казанских заведений. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Упрощая жизнь, завоевывают сердца людей. Допустим, вы уехали куда-нибудь в отпуск, и в вашу квартиру кто-нибудь проник. То есть вам на мобильное приложение придет уведомление. Какими мобильными приложениями удивят юные татарстанцы на чемпионате WorldSkills, узнала Алия Хайрудинова. Древнейшая и самая популярная настольная игра. Шахмат – это стратегия, а Го – это, наверное, больше тактика. Как Татарстан встречал гостей Всероссийского конгресса по игре в Го, расскажет Ленар Геннатуллин. Без малого 600 законопроектов и почти 15 тысяч рассмотренных обращений граждан. Сегодня фракция «Единороссов» в Госсовете подытожила свою работу за минувшие 5 лет. Так, по инициативе фракции заработала система регулярных отчетов о проделанной работе. Это были жесткие обсуждения текущих проблем аварийного жилья, мусорной реформы, проектов обустройства общественных пространств. Позитивно заработали на оперативность в принятии важных решений создания Республиканского координационного совета, куда вошли депутаты Госсовета, Госдумы и Совета Федерации. Как оценивают работу фракции сами единороссы, расскажет Дмитрий Аринин. Мне очень нравится анекдот 4 татар. Помните, да? Не анекдот, а как это называется? Шутка. А почему у вас Кремль белый? А потому что ему краснеть не за что. Так, полушутя, сегодня Юрий Камалтынов подытожил весь пласт серьезной работы, которую в Госсовете вели депутаты-единороссы. Составляя большинство, они возглавляли все комитеты парламента и подготовили большую часть законопроектов. Мы пришли к выводу, может быть, это может недостаточно самокритично, что в целом фракция поработала неплохо. Депутаты взяли под контроль стартовавшие в стране национальные проекты. Так, за ходом работ на всех объектах будут следить и составлять фотоотчет. 43, по-моему, миллиарда мы получаем. В том числе, там, какие колоссальные средства вкладываются именно в сельскую местность. Это и вода, это и дороги. За минувшие 5 лет депутаты приняли почти 15 тысяч обращений граждан. Людям давали разъяснения и находили решение проблем. Там в основном это консультационная помощь, потому что очень часто обращаются люди, которые в рамках или существующего законодательства, или по каким-то иным причинам, ну, скажем так, не могут решить ту проблему, которую заявляют. Как обещают татарстанцы, смогут легче связываться с депутатами напрямую. Разработана специальная информационная система. Ее планируют запустить в действие со следующего созыва Госсовета. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Вместо камер – мобильное приложение. Заместитель председателя Центра избиркома России Николай Булаев позитивно оценил решение татарстанской ЦИК о присутствии видеонаблюдения только в территориальных избирательных комиссиях. Члены участковых избиркомов прошли обучение и получили доступ к специальному мобильному приложению «Избиратель Татарстана». В нем есть возможность видеофиксации нарушений и передачи этой информации. Николай Булаев отметил, что это и экономия для казны. Каждый регион сам решает, и если, как говорит Митхат Равкатович, на каждом избирательном участке видеофиксации есть, то Антон Игоревич может нам представить статистику, сколько же было обращений по большим федеральным выборам или по региональным выборам на представление ссылки на видеонаблюдение. Их было штучно, а деньги на эти цели используются немалые. Положительно приложение оценило и движение в защиту прав избирателей «Голос». Это новейшие технологии, экономия средств бюджета. По их мнению, было бы еще одним шагом вперед, если мобильное приложение «Избиратель Татарстана» протестируют до начала голосования. Разумеется, у нас в регионе есть положительная динамика в работе нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Наш ЦИК действительно, он провел большую подготовку членов комиссии. Вот это мобильное приложение «Избиратель Татарстана». Ну, казалось бы, но вы членов комиссии подготовили, ну давайте проверим, как они в действительности работают. Не проникли ли в дом грабители или не остался ли включенным утюг? Вопросы, которые раньше заставляли людей вернуться домой, останутся в прошлом. За спокойствием будут следить мобильные приложения, создают их обычные татарстанцы. Один из них – Тимирлан Рахматуллин. В конце августа он будет защищать честь страны на чемпионате WorldSkills. Почему он боялся ходить по улицам и кто прячет его паспорт, знает Алия Хайруддинова. О том, что дома незваные гости, сообщит телефон. Достаточно приобрести охранную сигнализацию. Мобильное приложение к ней создавал Тимирлан Рахматуллин. А вот путь к любимому делу лежал через смекалку. Я когда устраивался на работу, я наврал, что я умею разрабатывать мобильное приложение, и чисто случайно оказалось, что им нужен разработчик мобильных приложений. Вот, и пришлось как-то выкручиваться, и на скорую руку начал писать. Член национальной сборной WorldSkills уверен, на чемпионат идет за золотом, а пока тестирует новое мобильное приложение, которому в России аналогов нет. Прошлым летом покрасил волосы, а так как я живу в не очень хорошем районе, я переживал то, что меня кто-нибудь поймает и отругает за то, что я покрасил волосы. И тогда мы придумали разработать мобильное приложение, то есть ты в кармане несколько раз нажимаешь кнопку, и тревога уходит в ГБР. В планах создать целую систему приложений «Умный дом». Цель, чтобы такие мобильные приложения были удобными и упрощали жизнь обычных граждан. К примеру, благодаря им можно включать или выключать любую технику в доме. Тимирлану 23, в компании шутят, спрятали его паспорт, чтобы не уехал. Это показывает, какой уровень разработки у нас сейчас уже существует. Это нам помогает не получить только регалии, но мы еще и повышаем квалификацию, компетентность свою. Шутит и Тимирлан. На WorldSkills, как на работу. Задание будет известно за день, а на разработку 3 дня по 6 часов. Алия Хайруддинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Инновации, тренды – это главная тема международного летнего кампуса президентской академии. Он проходит в Иннополисе. Его участники – 213 талантливых ребят, в том числе 82 студента из 25 стран. Для них образовательные программы. Среди спикеров ждут и Рустама Минниханова. И сейчас на открытии кампуса находится наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Что хотят узнать и что предлагают участники? Добрый вечер, Алексей. Ну, здесь хотят знать все и обо всем. Открытие начнется буквально через минут 20. Сейчас здесь идет саундчек. Ну, а у ребят пока свободное время. Общаются, обмениваются контактами, знакомятся, обсуждают современные новости. И, можно сказать, это такой нетворкинг. Что касается самой образовательной программы, то сегодня ребята уже побывали в Иннополисе на экскурсии. Они поговорили о бизнес-идеях, также о роли лидерства.
Что касается спикеров, то здесь ждут до 24 июля и Рустама Минниханова. Также перед ребятами выступят и зарубежные преподаватели, и профессоры, и действующие бизнесмены. В общем, на любой и вкус, и цвет, можно сказать, спикеры. Что касается главной темы, то это инновации и тренды. И сейчас я предлагаю послушать ребят, что они об этом думают. Мы очень замотивированы, заряжены. Здесь представители студенчества из разных стран, поэтому очень интересно делиться как раз идеями, инновациями, трендами, которые есть у нас. Очень классно здесь все проходит. Появляется очень много идей, которые с друзьями с удовольствием реализую. Ожидания великолепные, потому что прошло всего 2 дня. Мы заряжены, мы готовы на все. Проекты у нас в руках. Люди со всего мира работают с нами. Они нас учат, они нас мотивируют, мы готовы двигаться вперед. Все великолепно. Ну вот, что я и говорил, ребята подтягиваются к открытию, продолжают общаться. Вообще, параллельно здесь всех разделили на 12 команд. Они выполняют различные задания, выполняют кейсы. По итогам будет определена лучшая команда кампуса. Ну, у меня на этом все, Алексей. До встречи в 21:30. В прямом эфире расскажем вам про открытие летнего кампуса. Передаю вам слово. Спасибо, Салават. Будем ждать включения. Это было включение из Иннополиса. Мы продолжим. Уже завтра в Казани стартует Европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд. Матчи пройдут на центральном стадионе. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции, посвященной открытию турнира. В соревнованиях примут участие 12 стран. Команда-победитель попадет на Олимпиаду 2020 в Японии. Это первый такой турнир, проходящий в Республике Татарстан. Раньше город Казань принимала этапы чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд. Команда, я думаю, сейчас находится не в плохой физической форме, самое главное, психологической и, так сказать, уверен в своих силах, что было. Я думаю, все должно получиться. Стратегия, логика и интеллект. Все это об игре ГО. В Татарстане стартовал Всероссийский конгресс. 5 дней его участники поборются за звание чемпиона России в личном и командном зачетах. Также отберут лучших в сборную, которая поедет защищать честь страны на чемпионате мира в 2020 году. Команда из какого региона стала лучшей, узнал Ленар Гинатуллин. Если бы не китайские мотивы, с первого взгляда эту игру сложно отличить от шашек. Бело-черные фишки, разлинованная доска – это древнейшая настольная игра с коротким названием «Го». С виду игроки делают сложные стратегические ходы, но, как оказалось, правила очень просты. Суть игры – занять территорию. Но так как мы играем по времени, мой соперник может уронить флаг, и я выиграю. Айгуль Фазулзянова – чемпион Европы по ГО. Сегодня на первенстве России выступает от нашей республики. Здесь сотни любителей восточной игры, но в командном зачете татарстанцам нет равных. Сборная команда Республики Татарстан. Игра на развитие логики и интеллекта, поэтому за Габоном так называется доска. Даже дети, чтобы добавить остроты, у них свой чемпионат. Но и тут татарстанцы на высшей ступени пьедестала, хоть и далась победа, нелегко. Один ход, и ты можешь проиграть. Но в этом и заключается суть игры, что нужно меньше совершать ошибки. Игре 5000 лет, появилась в Китае. Сын императора Яо умом не блистал, и чтобы развить способности сына, папа придумал Го. Предложил чемпионат, победитель которого должен был стать новым императором. Но сын не преуспел в ней. И поэтому сердитый папа передал власть не по наследству, а передал власть своему ближайшему сановнику, который достиг успехов в этой игре. Несмотря на то, что 80% любителей этой игры – это жители Восточной Азии, по всему миру в нее играет около 30 миллионов человек. Это получается, Го гораздо популярнее даже шахмат. Го игра сложнее, потому что она больше, и вариантов на ней больше. Шахматы игра красивее. Намного больше комбинаций, много вариантов ходов. Хотя в шахматах все тоже есть, но в Го больше простора для творчества. Завтра самый важный этап Конгресса – Кубок России. По его итогам сформируют сборную, которая поедет защищать честь России на мировом чемпионате во Владивостоке. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Пока это все. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир на ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде на завтра. Я прощаюсь до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Саади Исмаилов завоевал вторую бронзу на универсиаде в Неаполе. В рамках студенческих игр завершились соревнования по настольному теннису. В матче за выход в финал Исмаилов уступил будущему победителю мужского одиночного турнира китайцу Цзиян Юю 0-4 и разделил третью ступень пьедестала почета с еще одним представителем КНР Джулиан Фенем. Медаль Саади Исмаилова стала 10-й для представителей Республики Татарстан на универсиаде в Неаполе. Всего в активе наших спортсменов 2 золота, 3 серебра и 5 бронзовых наград. Это было очень сложно, так как здесь, естественно, китайцы доминируют у нас в виде спорта. Я очень доволен 2 бронзами. Я даже, можно сказать, немного удивлен. Чем ближе финиш, тем сложнее определить победителя. На ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков ситуация усложняется. Сразу 7 экипажей имеют неплохие шансы на чемпионство. Такого плотного преследования на знаменитом ралли не было никогда. Среди претендентов на пьедестал 4 представителя команды «КамАЗ-Мастер». В генеральной классификации Шибалов сократил отставание от Везовича до 16 минут и 4 секунд. А Каргинов разом отыграл у белорусского экипажа почти 8 минут. Мартеев и Куприянов также сохранили свои позиции 4 и 6 места. Нужно было просто пропустить, мы бы уехали и не мешали бы ни им, ни они нам. Но они посчитали по-другому, ехали до финиша, то есть пылили перед нами. Вот. А так все хорошо, по машине проблем нет, навигация тоже тут, в принципе, особо блудить негде. На базе хоккейного «Акбарса» прошла встреча президента клуба Наиля Маганова с тренерским штабом и составом команды. На традиционном предсезонном собрании игрокам был представлен новый главный тренер, а также новички клуба. Тем временем опубликован календарь регулярного чемпионата КХЛ нового сезона. «Акбарс» начнет турнир 3 сентября выездным матчем против московского ЦСКА. Первую домашнюю игру команда проведет 13 сентября. Соперником «Акбарса» станет «Металлург». Отметим, что КХЛ перенесла ранее объявленный матч «Акбарс-Динамо Рига» с 11 сентября на 1 февраля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде через минуту. Данил Мастер. Новая акция. Не пропустите только в июле. При заказе шкаф-купе «Комод-подарок». Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Наш адрес – Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики пасмурно и сыро, плюс 22. На северо-востоке Татарстана повсеместно пройдут дожди 19-20 градусов выше 0. На севере Татарстана аналогичная погода, сыро и плюс 20. На северо-западе республики 19-20 градусов выше 0. Возможен дождь. На юго-западе Татарстана плюс 22. Ожидаются осадки. В центре Татарстана, как и по всей республике, сыро. 18-20 градусов выше 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Спина болит, еле хожу. Снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. В Казани преимущественно облачно, местами дожди, плюс 23. Ветер умеренный до сильного, атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.